Что может быть круче вот этого? Культура сильных людей, духом сильных, всеми вот качествами человека, которые в трудные времена проявляли люди себя. Сама суть образов, все истины Воздан Джинат, которые есть, они вот в этом танце Воздан Кафт, они отражены. И нам будут еще тут какой-то феминистический настрой нести, типа мы против женщин что-то говорит. Посмотрите на наш танец Хонга, который Апу, где там принижение достоинства женщин. Мы, наши женщины, это богини. Но чтобы девушкой, женщиной быть, она же достойная должна быть, знающая себе цену. И тогда и мужчина будет Богом, да, мы будем стремиться к этой красоте. И это самая мощная сила, вот это есть Варзун Джинад. Вот этот танец круче любой вот Олимпийских игр. А это, представляете, на бытовом уровне. Каждый человек, он в образе жизни, он вел такой достойный образ жизни. И вот этот образ жизни, вот этот танец и олицетворяет. Помимо того, что в танце он отображает все эти символы мироздания, вот вам крест, вот вам солярный символ. А сам человек олицетворяет Бога, богоподобный, Воздан. И все эти истины, духовная нравственность, честь, достоинство, они в этом танце отражены. Какой-нибудь взять с арабской культурой там. Поэтому Астины, кого вы возвеличиваете, возвышаете? Круче нашей культуры мир не достиг, нету. И никогда не достигнет, потому что это не о достижении, а это об вечных истинах. И эти вечные истины, они в этом танце отражены. Вот это суть нашей культуры. 24/7 быть асом Возданом. И ты есть храм. Тут вы пошли там, потанцевали, а потом идет дальше в образ жизни, вы можете быть совсем другим, курить, пить, там, туда-сюда. Ты 24/7 ведешь образ жизни, вот как ты потанцевал этот танец божественный, да, символизирующий истины Творца. И ты точно так же ведешь свой образ жизни. То есть это и есть живая культура. То есть вашей, вот есть Писание, да, вот Варзун Джинад приходит к человеку вне зависимости от буквы, от чего-либо. Любовь, да, истина, она приходит вне религии, то есть вне Писания, просто приходит все. И вот чем наша культура отличается, тем, что вот это описание сотворения мира Богом, да, 7 дней там. А вот у нас Писания нету, но у нас есть главный символ Творца, это сам человек, раз, сама природа, и главный символ в нем есть символ Творца, это Солнце, живой символ природы, который повторяет акт сотворения мира, когда из тьмы восход, закат, и мы вместе с Богом просыпаемся, и в нас этот свет. Амана Байгалдзак дает нам радость, этот свет, мир. Да, радость нам дает от слова «ра-да-ас», свет твоя истина, Творец, то есть Бог в тебе, в свете, вот как мы его видим, и мы сотворцы. То есть через живой символ природы идет описание сотворения мира, знание. И это ты знаешь, в духе несешь без книги, как Иисус нес. Через нашу культуру, а в культуре это главный символ всех асов, это вот солярный символ. Или крест с равнозначными лучами.
Та история, как из беспредельного пространства возник наш мир, Мангдуня или мы, я Аздам Воздан. Так наша жизнь зародилась царт, арт, с одного духа. Арт это в культуре ариев, это обозначение духа Творца. Поэтому мы на своем языке Творца как называем? Хуцау. Обратно ватс, информация. Вначале было слово, это слово было Бог, и мы говорим, да, на своем языке хуцау. То есть это не просто слово, а знание о том, кто мы.